Вот и наступил месяц декабрь у нас в Якутии. Вроде бы как первый день зимы, но на самом деле у нас зима уже длится гораздо дольше. Сегодня 2 декабря, день недели понедельник, и мы начинаем новый день вместе с вами на каналах вещательной компании «Саха». В 8 часов мы выйдем на Якутии-24. Прямо сейчас в прямом эфире мы вещаем на канале НВК «Саха». В студии Иван Луцкан. Всю эту предстоящую неделю буду я вместе с вами. Моя напарница Катя Винокурова сейчас в краткосрочном отпуске, и хочется ей пожелать, чтобы она отдохнула и набрала сил для новой рабочей недели в последующем. Чего и желаю вам. Кстати, сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Кроме этого, у нас есть еще и один неофициальный профессиональный праздник. Это День банковского работника России. Он связан с тем, что 2 декабря в 1990 году произошло важное событие. В Российском Федерации был принят закон о Центральном банке России. Также 2 декабря 1990 года был принят еще один федеральный закон о банках и банковской деятельности. Поэтому всех, кто связан с этой деятельностью, а по-моему у нас связаны почти все, кто берет кредиты, в том числе все ходят в банки, не забудьте поздравить людей с их неофициальным, но тем не менее праздником. Если же ваш день отмечен какой-либо особенной датой, возможно, есть какое-то событие, с которым вы хотите поделиться со зрителями, вы можете писать к нам на наш студийный WhatsApp номер 8 914 279 22 62. По возможности я зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. И по народному календарю сегодня Авдей-родитель. В старину считалось, что метель, разыгравшаяся в этот день, дорогу перенимает и в земные трещины болезни загоняет. Вот пытался я найти ответ на вопрос, какие болезни, то есть или людей, или наоборот, она какие-то трещины заделывает и земля не болеет. Ну вот ответа на этот вопрос я не нашел, но нашел ответ на вопрос, какая будет погода сегодня. Прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах в 6 утра температура воздуха была от минус 39 до минус 44 градусов. Днем потеплее до минус 24, минус 29. В Заречье минус 30, минус 38. Днем минус 24, минус 37. На юге республики минус 25, минус 26, днем минус 24, 26, в Вилюйской группе районов минус 34, минус 36 утром, днем минус 30, минус 31, в Нижнеленских утром минус 37, минус 39, днем 29-34, на западе минус 31, минус 37, днем минус 29, минус 33, в Колымагирских улусах разброс температур утром от минус 18 до минус 47, днем минус 27, минус 36, в Янских минус 28, минус 39 было утром, днем минус 30, минус 35, в Янских минус 28, минус 39, днем минус 30-35, на северо-западе минус 32, минус 47, днем минус 33, минус 44 градуса. В Якутске в 6 утра температура воздуха была минус 36 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер северный дует со скоростью 1,3 метра в секунду. Ну а днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Пытаюсь, кстати, заглянуть всегда на прогноз погоды, посмотреть, что будет впереди. И вот в Якутске, допустим, в выходные ожидается, что столбик термометра опустится ниже минус 40 градусов. Вспоминаю свои студенческие годы, помню, что минус 41 декабря это было как за здрасте. Всегда было холодно, по туману мы отправлялись в путь до Северо-Восточного, ныне Федерального университета. Еще один праздничный день, который наступит завтра. 3 декабря отметят праздник свой юристы. В связи с этим в стране, в том числе и в нашем регионе, будут проходить бесплатные юридические консультации для населения. Впрочем, во многих организациях бесплатная юридическая помощь оказывается на постоянной основе, как, например, в центрах «Мои документы». Подробности далее.
С 2013 года в центрах «Мои документы» оказывается бесплатная юридическая помощь для льготных категорий населения. На данный момент она оказывается на территории всей республики. Бесплатная юридическая помощь оказывается таким льготным категориям населения, как инвалиды, многодетные, малоимущие, либо, например, семьи, которые желают взять в семью ребенка и так далее. Основной перечень указан в Федеральном законе о бесплатной юридической помощи и законе Республики Саха-Якутия о бесплатной юридической помощи. Обратиться лично можно в городе Якутске и в городе Нерюнгри. В случае же, если вы проживаете на территории республики, где нет у нас юриста, можно обратиться в наш офис. И в этом случае юридическую помощь можно оказать дистанционным способом. В городе Якутске можно обратиться в офис по улице Амосова, 18 в будние дни с 9 до 7 вечера. Помимо этого можно позвонить на телефон бесплатной горячей линии, который вы видите на своих экранах. Хотелось бы остановить внимание по льготам для многодетных. Многодетным предусмотрены такие льготы, как налоговые, земельные, либо в сфере ЖКХ. По налогам многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, могут получить льготу на земельный участок, на квартиру, либо комнату. Кроме того, муниципалитеты выдают семьям, имеющим 3 и более детей, земельные участки либо в собственность, либо в аренду. Вместе с тем, государством предусмотрены различные социальные выплаты для многодетных семей. Также напомним, что за рождение 3-го ребенка выдается республиканский семейный капитал «Семья». Данным сертификатом можно распорядиться не только для улучшения жилищных условий. На закупку технических средств, либо приобретение транспортного средства, например. Кроме того, для семей, имеющих 4 и более детей, существует отсрочка по военной службе по призыву. Для получения льгот многодетным семьям необходимо обращаться в центры «Мои документы», в органы социальной защиты или налоговую службу. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, телефон нашей студии 8 914 279 22 62. Туда вы можете отправлять свои приветы, поздравления. Это для тех, кто смотрит нас с 7 часов утра до 8 часов утра на канале НВК Саха. В прямом эфире постараюсь зачитать ваши приветы или поздравления. Ну а мы двигаемся далее. Сейчас буду говорить много разной информации. Надеюсь, она будет для вас интересна. Стал замечать, что в последнее время вокруг нас очень много различных негативных новостей, которые прямо портят нервную систему. Но на самом деле это далеко не так. В мире происходит очень много положительных событий, которые мы порой не замечаем. И мы постарались сделать подборку новостей, которые, по крайней мере, создадут рабочее настроение и настроят вас на позитив. Так, к примеру, последний такие топ, скажем так, новостей, которые произошли непосредственно у нас здесь, в Якутии, и радуют нас. Ну, большое событие, которое произошло на прошлой неделе, то, что в Нюрбинском районе ввели в эксплуатацию мост через реку Марха. Мостовой переход через речку, он находится на 756-м километре федеральной дороги Вилюй в Нюрбинском районе, и официально по ней открыто автомобильное движение. Действительно, это большое событие, потому что мост достаточно большой, и теперь никто не будет зависеть от паромной переправы и сообщения между двумя населенными пунктами, расположенными по той и другой стороне реки, сохраняется теперь в круглогодичном режиме. Еще одна новость. Скульпторы из 6 стран соревнуются на международном конкурсе «Бриллианты Якутии». В ледовом парке «Северное сияние», который находится на 202-м микрорайоне, в районе городского пляжа, собрались представители Канады, Белоруссии, КНР, Монголии, Украины, а также Хабаровская, Красноярская. Они там ваяют красивейшие ледовые и снежные скульптуры. Можно на них смело и посмотреть, даже подъезжая на дамбу. Сверху видно это красота и великолепие. Новость из мира спорта. Владимир Балынец стал победителем в голосовании национальной премии Минспорта. Это было народное голосование. Минспорт ее объявил, но окончательное решение вынесет экспертное жюри. Ну а пока он участвовал в номинации «Преодоление», куда вошли российские атлеты, добившиеся выдающихся результатов в сфере адаптивного спорта. Владимир, молодец, мы тебе желаем только удачи. У нас на прошлой неделе гостил Юрий Трутнев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, и он сказал очень важные вещи.
то, что Якутия является одним из лучших регионов Дальнего Востока по привлечению инвесторов. Собственно говоря, этим и продиктовано то, что особенно вот это мероприятие прошло здесь, в Якутии. А что это было за мероприятие? Это когда все губернаторы Дальневосточного округа собрались здесь, в Якутске, и обсуждали насущные проблемы. И в завершении, вот лично меня заинтересовала другая новость. Все знают, что у нас на этой неделе прошедший состоялся фестиваль «Зима начинается с Якутии», и состоялся первый экстремальный фотомарафон «Ниже нуля». Что это за фотомарафон? Это новая акция, целью которой является привлечение внимания горожан и гостей города к уникальным чертам зимнего Якутска. Ну, то, о чем я вначале говорил, что мы порой не замечаем тех красот, которые рядом. И к нам приехали представители разных стран мира. Кто приехал? Китай, Египет, Таджикистан, Словакия, Афганистан, Франция, Киргизия, Япония, в том числе студенты и преподаватели СФО и иностранцы, которые проживают в Якутске. Они засняли различные наши жизни. У них задача была в течение 3 часов по Якутску пройти и сделать интересные фотографии, потом их разместить в социальных сетях, чтобы о Якутии и о нашем суровом климате, о доброте сердец наших узнало как можно больше людей за пределами нашего региона. И это удачно получилось. Посмотрел фотографии, действительно, посмотрите, если под другим ракурсом, мы живем в уникальном и красивейшем крае. Ну вот теперь новость, которая будоражит нас последние 2 недели. Вот все спрашивают, что это такое. Это вот такая штучка под названием оберег, которую можно приобрести у нас по Орджоникидзе 48 канал НВК Саха или в ТРК Туймада с 10 часов там продается этот оберег. Приобретаешь его, затем смотришь наш 31 декабря новогодний вечер на канале НВК Саха, и как результат ты можешь стать обладателем ценных призов. Это 2 Hyundai Соляриса, это ружья и другие ценные призы. Вот такая замечательная штучка. Кстати, это магнитик, крепится легко на холодильник. Переходим еще к новостям. Переправа, левый берег правый, все помнят Твардовского Теркина. У нас это самая актуальная тема в последнее время. Якутск, Нижний Бестях. Как добраться, как работают переправы, когда они откроются в нашем следующем сюжете. Переправа Якутск-Нижний Бестях еще не открыта, но для недобросовестных водителей это не преграда. Уже сегодня можно увидеть, что через реку переправляется нескончаемый поток автомобилей. Меж тем, несоблюдение рекомендуемых условий для переправы влечет большую опасность как для водителя, так и для пассажиров. Переправа по направлению Якутск-Нижний Бестях пока неизвестно, когда откроют. Но примерно, точно известно, что с 5 января откроется до 10 тонн, а до 3 тонн примерно, пока еще все зависит от погоды, примерно планируют где-то в декабре. Разрешение на переправу возможно только при достаточной толщине льда. Комиссия в составе МЧС и ГИМС ведет постоянный мониторинг для выяснения актуальной толщины. Мы ежедневно выезжаем, на реку, пробуриваем, отверстия и замеряем с помощью линейки, то есть механически, без всяких приборов. На данный день толщина льда сколько составляет? На сегодня толщина льда составляет 45 сантиметров. Какова должна быть толщина льда для переправы от 3 тонн? Как минимум двойной запас. Это если сантиметров 50. От крылья до 3 тонн, это не значит, что ехать можно 2 машинам рядом, где на расстоянии 10 метров. Увеличивается масса. Расстояние минимум метров 25-50. Хотелось бы напомнить водителям, что несанкционированная переправа влечет административный штраф. Предусмотрено статью 9.10 КоАП РЦЯ. По этой статье граждане могут быть привлечены к административному штрафу в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В связи с этим мы установили систему видеофотофиксации, вот она стоит, которая автоматически фиксирует нарушения. И эта система только за первый день, за 4 часа первого дня зафиксировала 73 нарушения. Я считаю, что все-таки штрафные санкции необходимо увеличить для граждан в связи с тем, что основную массу нарушений составляют те лица, которые занимаются незаконной перевозкой граждан на микроавтобусах. Они не регистрированы в качестве ИП, и поэтому отвечать как должностное лицо, как индивидуальный предприниматель не могут.
они оплачивают штраф только как граждане, как все граждане, но на самом деле у них заработок намного больше, и они намного больше рискуют не только собственной жизнью, но и всех пассажиров. Дорогие гости и жители нашей столицы, несмотря на то, что переправа через реку как транспортный путь является очень важным, настоятельно рекомендуем дождаться официального открытия переправы. Ведь каждая несанкционированная переправа в первую очередь это риск для жизни вас и ваших пассажиров. Максим Гоголев, Александр Жуков. Новый день. Продолжаем тему безопасности и сохранения своего здоровья. Многие задаются вопросом, что такое профилактический осмотр и что такое диспансеризация. Безусловно, сейчас созданы все условия для того, чтобы в поликлиниках города Якутска или в центральных районных больниц диспансеризацию можно пройти было максимально быстро. Есть даже такие акции, как медосмотр одного дня, когда человек приходит и в течение дня, даже за половину этого дня может пройти буквально то необходимое количество исследований, чтобы закончить первый этап диспансеризации. Первый этап диспансеризации – это минимальное количество исследований, которые позволяют выявить, допустим, сердечно-сосудистый риск, уровень холестерина в крови, получить консультацию терапевта. И вот если там выяснится, что человеку необходима консультация узких специалистов, его отправят на второй этап, это более углубленное изучение состояния здоровья, где мы можем получить ответы на волнующие нас вопросы. Как проходит профилактический осмотр в нашем следующем сюжете. Осмотр мы проводим для всех слоев населения от 18 лет и старше, независимо от того, где человек живет. Профилактический осмотр мы проводим с 8 до 15 часов и по субботам с 9 до 12 часов. Правило: маршрутизация прохождения осмотра. Человек к нам приходит, сразу попадает к администратору. У администратора заполняет анкету либо в письменном варианте, либо в электронном варианте. Нажимаете ли на экране для пациента, чтобы пройти анкетирование? Все, вот тут все написано, что такое диспансеризация, как там, какая цель у него. Нажимаете на «Начать анкетирование». Например, я напишу там женский пол, и мне меньше 65. Далее. И вы пошагово там на вопрос отвечаете «да», «нет». Если у вас какая-то, например, болезнь, или что вы устаете, или там у вас ишемическая болезнь, все отвечаете на «да», «нет». И нажимаете «далее». Ну, например, там меньше 65, тут, например, примерно 27 вопросов. После заполнения анкеты каждый человек у нас проходит измерение. Мы измеряем рост, вес, окружность талии, давление. После измерения антропометрии мы уже человека направляем на сдачу анализов. Человек сдает анализ крови на сахар, холестерин. Также проводим человеку ЭКГ. Женщина также дополнительно проходит гинекологический осмотр и плюс гинекологические мазки. Я прохожу медосмотр на работе каждый год, но в этом году я нахожусь по уходу, в отпуске по уходу за ребенком, поэтому я решила пройти диспансеризацию в этом центре. Мне понравилось, что с утра можно подойти, анализы все сдать, пройти специалистов. Все сотрудники очень вежливые, все объясняют спокойно. Очередей таких нет, поэтому я могу за день пройти весь медосмотр. По результатам осмотра врач-терапевт уже назначает лечение, если кому-то необходимо, либо отправляет на второй этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации каждый человек проходит по месту жительства в своей прикрепленной поликлинике.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. У нас в Якутии проходит такое интересное мероприятие под названием «Лаборатория драматургов». И съезжают специалисты с разных регионов нашей страны. У нас в студии гости. Это Дурненков Вячеслав Евгеньевич, который приехал к нам из Тольятти, драматург, художник-график, член Союза писателей России, лауреат многочисленных премий, которые у нас есть в стране. В 2016 году номинировался на премию «Золотая маска» на пьесу спектакля «Телеудские новеллы». Доброе утро, Вячеслав. И Анна Ильинична Жук приехала к нам с Москвы, театральный критик, который работает в Доме-музея имени Ермоловой. Доброе утро. Доброе утро. Ну, первый вопрос, наверное, Анна, к вам, да, потому что вы первый раз к нам в Якутии, удалось побывать буквально один день, вы вчера прилетели утром, по-моему. Какое впечатление, где удалось уже побывать? Ну, впечатление очень хорошее, конечно же. У нас началась сразу очень насыщенная программа, мы сразу пришли в театр, было уже 2 читки, обсуждения. То есть мы сразу влились в работу, при этом мы успели вечером посмотреть, мы поняли, что мы приехали на праздник, да, что Якутия открывает сезон зимы. Это очень радостно, была целая площадь народу. Мы в ней побывали, увидели, как зажгли елку. Какую-то часть наблюдали из театрального зала. Вот, очень красиво. То есть символично так получилось, да. Второй этап лаборатории у нас. И Новый год совпало. Вот лаборатория драматургов, что это такое? Почему она так названа? Кого она объединяет? Вячеслав, ну, вам. Ну, потому что это лаборатория, что-то смешивается с чем-то, что-то получается, а может и не получиться. Вот именно это лаборатория. Но у нас уже получается, у нас уже нет права на ошибку, мы уже выходим на второй этап. На первом мы обсуждали замыслы с ребятами, с коллегами, со студентами. Потом мы работали дистанционно, я уехал, они присылали тексты. А сейчас мы проводим читки, художественные читки с актерами этих новых текстов, которые появились в результате вот нашей лаборатории. То есть мы уже читаем вслух, разбираем, тут же идет профессиональное обсуждение, у нас есть лекции с Аней, мы еще как бы даем образовательная программа отдельно. Но самое главное, мы читаем и обсуждаем новые пьесы. 15 февраля, по-моему, вы были уже в Якутии, то есть вас так манит именно зимой приезжать к нам, видимо, Как зовут, так приезжаю. Вот что удалось тогда, 15 февраля, да, и к какому результату мы пришли сейчас? Ну, как бы такой закономерный этап. Тогда мы работали над замыслом, так и называлась эта работа над замыслом. У нас было 17 новых тем. Ну, какие-то отсеиваются в результате, разумеется, какие-то... Человек передумал, стал писать другую пьесу. Вот из этих замыслов родились вот новые 9 пьес, которые мы вот как бы допустили ко второму этапу. 9 новых пьес. Вот темы, которые предлагаются, вы сказали, 17 новых тем, с чем они связаны? Допустим, это что-то новое, то, чего нет, допустим, в центральных регионах. Может быть, какая-то есть особенность у якутских драматургов? Ну, сейчас уже есть особенность, потому что сейчас я уже понимаю, когда вот уже читаю эти пьесы, уже готовые. Но когда были замыслы, я бы не сказал, что они чем-то отличаются. В общем-то, люди пишут о том, что их волнует, про отношения, про сегодняшний день. Я думаю, что это какая-то общая у нас, у всех, да, какая-то тема. Что касается вот именно якутскости, да, то в чем она проявляется? Но мне кажется, вот здесь какая-то очень сильная связь вот именно с эпосом, да, вплоть до того, что люди пишут как-то вот такое эпическое мышление в письме даже, как-то проявляется в стиле в самом, да. Плюс вот постоянные обращения к прошлому. Ну вот вам удалось познакомиться, да, когда вы приезжали уже с якутским театром и с пьесами, а вот Анна первый раз, удалось ли где-то уже видеть выступления наших якутских театров, может быть, где-то в Москве посещали, и вот какое впечатление они на вас произвели? Я вспоминала сейчас первое впечатление от театра Аланху. Где-то еще в 2007-2008 году я смотрела «Три сестры» Сергея Потапова. И тогда, это еще было еще до того, как я училась, и мне был очень интересен именно этот контраст между Чеховым и вот эстетикой именно якутского театра. И, конечно, за гастролями Аланхо мы постоянно следим, и если они в Москве ходим. Вот последние, вот «Воительницу» сейчас показали в Питере. Из Москвы было ее трудно увидеть, вот, но так, конечно же, мы в курсе этих гастролей. Вот, и
А вот что входит в понятие театрального критика вот для обывателя, да? То есть человек, который смотрит и так, что-то здесь не так, да? Или вот в чем его соль работы? Ну да, это такой взгляд. Часто нам говорят об этом. Но, конечно же, театральный критик — это очень многофункциональный такой человек. Это может быть очень разная работа. Это может быть действительно посмотрел, написал статью. Это может быть работа с режиссером на этапе постановки, да, если режиссеру нужны какие-то консультации. Ну, театральный критик — это профессиональный зритель, который очень хорошо понимает, как процесс происходит. Все театральные фестивали, в том числе международные, делают, конечно же, да, это менеджерская такая работа, но она требует кураторства, она требует понимания, где что идет, что будет интересно зрителю, какой смотр, вот какие спектакли так составить, чтобы фестиваль получился удачный. Вот, то есть это очень многофункциональная работа. Вот, и даже вот сейчас на лаборатории я понимаю, что был уже один этап. Уже драматурги трудились. Я приезжаю, я читаю готовые тексты. С одной стороны, хороший взгляд, он немножко со стороны. То есть у меня нет... Я не знаю этих людей пока, да, я вижу действительно текст только. Вот. С другой стороны, у этого всегда есть погрешность. Невозможно понять все детали внутренние. Вот. Но это тоже такая вещь, ведь художник, если он в себе уверен, он поймет, где ты ухватил, а если ты сказал что-то не то, человек, у которого замысел крепкий, он пойдет и все равно сделает так, как надо. И поэтому вот я думаю, что вот эта погрешность театрального критика, который, безусловно, может и ошибиться, но она входит в эту профессию, и режиссер, драматург, есть некая резистентность к тому, что... Я думаю, что это в любом случае столкновение с профессиональным мнением, которое как-то драматурга, режиссера так самоопределяют и ведут в нужном направлении. Сколько времени вы здесь будете пребывать и какая у вас программа? Неделю. Неделю. Мы заканчиваем уже 6-го, у нас уже второй этап закончен. Мы уже просто поймем, какие пьесы остаются, с какими пьесами мы будем работать дальше. Возможно, уже в формате эскизов спектаклей. А вот вы работаете непосредственно с профессиональными драматургами или еще и студентов тоже привлекаете активно? Да вы знаете, драматург нет такой профессии. Это, в принципе, может быть любой человек с улицы, на самом деле. Этому можно учиться где-то, да, а можно вот стать так, стихийно. Но это как бы это сказать... А вы вот как пришли в профессию? Я с улицы. То есть я историк по образованию, я попал случайно в театр, у меня был знакомый, я написал пьесу для себя в стол, ее прочитали, меня позвали в театр, и я с тех пор вот работаю в театре. Я не учился на драматурга. И вот где-то в основном вот наши студенты, которые сейчас, это люди каких-то творческих профессий, журналисты, там, по-моему, кто-то работает юристом, кто-то в театре актер, но с драматургическим как бы вот таких нет. Есть ли шанс у тех вот пьес, которые уже написали, увидеть сцену Москвы? Да, конечно. Ну, есть шанс, потому что подобную лабораторию я проводил в Бурятии. Там закончилось спектаклями, то есть книгами, то есть сборниками пьес. Да, конечно, есть шанс. Тем более, что в этом есть большая потребность. Оно ради этого и проводится. Спасибо большое за то, что подошли к нам в студию. Знаю, что было достаточно тяжело вставать. Надеюсь, за эту неделю хорошо акклиматизируетесь и чувство доброты и тепла, которое есть в Якутии, оно наполнит вас тоже. Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую паузу и далее мы продолжим. Доброе утро, понедельника. Надеюсь, что понедельник у вас пройдет не как самый тяжелый день недели, а чтобы он все-таки был более позитивным. А сейчас слово передаю информационной службе нашего канала «Новости». Здравствуйте, в прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Сегодня в режиме телемоста президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь откроют газопровод «Сила Сибири». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, Чендинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Ленском районе и является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базы для газопровода «Сила Сибири». Газопровод «Сила Сибири» – это крупнейший проект магистральной инфраструктуры в мире. И мы очень рады, что он в сроки завершается. И 2 декабря будет торжественное открытие этого газопровода. Мероприятия у нас все пройдут именно там, где газопровод у нас строился и откуда он войдет газ, на Чендинском месторождении. И там будет центр мероприятий праздничных у нас в Республике Саха-Якутия. В любом случае мы считаем, что с новым развитием газовой промышленности республики, конечно, будут связаны и дополнительные рабочие места, и повышение доходов консолидированных бюджетов и Российской Федерации, и Республики Саха-Якутия, ну и в целом развитие нашей республики. 30 семей нового поселка Верхняя Березовка получили ключи от новых квартир. Правительственная группа во главе с министром ЖКХ и энергетики региона Дмитрием Садовниковым посетила Среднеколымский район, где смотрела строящиеся объекты и провела встречу с жителями. Также состоялось торжественное вручение ключей от 15 двухквартирных домов. Напомним, Березовка является местом компактного проживания представителей коренного малочисленного народа севера Эвенов. Сегодня в населенном пункте проживают около 400 человек. С 2002 года в этом населенном пункте постоянно происходят наводнения, поэтому правительством Якутии был принят план переселения села. Поселок Березовский мы должны перенести в течение 3 лет. Значит, в 2020 году еще 12 двухквартирных домов. И к 2021 году у нас должно быть 76 квартир. Мы в этом году где-то около километра сделали дороги. Кроме того, в следующем году в планах ввести в эксплуатацию 1,5 километра дорожного полотна к новым жилым домам и объектам инфраструктуры. Всего на эти цели будет предусмотрено 41 миллион рублей. Также в Новой Березовке построили дизельную электростанцию. Идет работа по вертикальной планировке ФАП. По словам главы района, к 2024 году все объекты будут сданы. Почувствуй себя уютнее и комфортнее, несмотря на суровые условия севера. В Среднеколымске открыли новую котельную «Анткудинка». Объект обеспечивает теплом 125 домов. Совсем недавно к нему подключили и здание аэропорта. Строительство велось в довольно сжатые сроки с апреля текущего года взамен устаревшей и аварийной котельной номер 4, которая была повреждена во время весеннего паводка 2018 года. Во время торжественного мероприятия министр ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Садовников вручил почетные грамоты и памятные подарки работникам Среднеколымского филиала ГУП ЖКХ. По работе старой котельной было очень много жалоб. И сегодня мы можем говорить, что новая котельная, конечно, это, конечно же, надежность и хорошее теплоснабжение. Котельная изначально было подключено 135 домов, где проживает население 300 с лишним человек. И от этой же котельной при реконструкции аэропорта, при строительстве новых зданий в районе аэропорта, оно будет подключаться от этой котельной. Десятки спортсменок со всей Якутии съехались на соревнования, чтобы показать, чего каждая из них добилась за годы тренировок. В столице проходит первенство республики по художественной гимнастике. Девочки, занявшие первые места, будут рекомендованы на включение в сборную республики. В качестве гостей на турнир приехали чемпионка России Александра Скобова и ее тренер, заслуженный мастер спорта Советского Союза и заслуженный тренер России Оксана Скалдина. На самом деле уровень гимнастики в Якутии постепенно улучшается. И я надеюсь, все будет сильнее и сильнее. Надеюсь, что вот мы с Сашей приехали сюда, это поможет как-то, стимулирует еще девочек, чтобы они с большим энтузиазмом еще занимались своим любимым делом.
Спасибо, коллеги. А мы продолжаем наш эфир и поговорим мы сейчас об очень важной теме, связанной с внедрением профессиональных стандартов и оценки квалификаций, которые есть у нас в республике. Поговорим мы со специалистами. Соломону Галина Сергеевна, директор Центра оценки квалификации офисных специалистов и административных работников, и Горохова Нургустан Ивановна, начальник отдела координации образовательного процесса Института непрерывного профессионального образования Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Доброе утро. Да, ну, первый вопрос, он больше связан вообще в целом вот с независимой системой квалификации. Что это такое? Изменилась ли как-то ситуация у нас здесь в республике с ее внедрением? Национальной системы квалификации. Ну, у нас, надо сказать, что во исполнении вот федеральных законов, да, поручения президента Российской Федерации, конечно, национальная система квалификации внедряется в целом по России и в ее регионах. И в этом плане в нашей республике делается очень много под руководством при координации Государственного комитета республики по занятости населения. И это федеральные законы о независимой оценке квалификации, это вот постановление правительства Российской Федерации о применении профессиональных стандартов, ну и ряд других нормативных и законодательных документов. Но вот если говорить непосредственно по независимой оценке квалификации, которая является неотъемлемой частью национальной системы квалификации, то здесь надо сказать, что существуют определенные проблемы. Да? Ведь что такое профессиональный стандарт? Это обобщенные требования работодателей к квалификации своих работников. Вот эти профессиональные стандарты, они разрабатываются работодателями. И пока вот руководители организаций, предприятий, пока вот суть этого не до конца понимают, то, соответственно, говорить о всеобщем переходе к независимой оценке квалификации – это преждевременно. Например, вот наш Центр оценки квалификации офисных специалистов и вспомогательных административных работников, он был создан в прошлом году. И мы проводили ряд бесплатных семинаров, вели просветительскую информационную работу, да, но эта процедура пугает своей новизной, имеет определенные риски, поэтому ни со стороны работодателей вот пока еще нет инициатив по направлению своих работников на эту процедуру. Вообще, вот какие структуры и организации существуют для того, чтобы вот провести независимую оценку? Независимую оценку квалификации проводят уполномоченные организации, да, кем они уполномачиваются. Но в структуру национальной системы квалификации входят, помимо других компонентов, и отраслевые советы по профессиональным квалификациям, которые наделяют полномочиями. Определенные, ну, какие-то организации проходят отбор, и вот эти организации наделяются полномочиями центров оценки квалификации. В результате вот этой процедуры работник получает либо заключение о том, что он проходил эту процедуру, либо федеральное свидетельство о том, что он соответствует той квалификации, на которую он претендует. Ну, я так понимаю, что как раз система высшего образования тоже в этом активно принимает участие, в том числе Институт непрерывного образования. Оксана, вот в чем функционал в данном случае СФУ? На примере Института непрерывного профессионального образования разрабатываются востребованные дополнительные профессиональные программы. Ежегодно институт обучает около 4000 слушателей. Также институт готовит научно-педагогических кадров по программе аспирантуры по направлению 13.2008 «Теория и методика профессионального образования». А завтра уже мы реализуем курсы повышения квалификации по внедрению профстандартов, куда мы приглашаем вас принять активное участие. Вот эти вот курсы, я так понимаю, необходимо обязательно проходить, чтобы потом повышать свою квалификацию, ну, для любого человека, да? Ну, или скажем так, такого регламентирующего документа, который бы говорил об обязательности этой процедуры, нет, да, но надо понимать, что и организации, которые вот имеют и государственную, и муниципальную долю собственности, да, и коммерческие организации, все они как бы вот должны выполнять федеральное законодательство. Поэтому вот переходный этап заканчивается, и с 1 января 2020 года вот внедрение профессиональных стандартов становится обязательным. Вот, кстати, да, вот тема профессиональных стандартов, она для многих абсолютно непонятная. Что это такое за профессиональный стандарт, зачем он нужен, кто будет потом вправе работать на тех или иных должностях. Вот об этом поподробнее. Да. Так, ну, еще раз повторю, что профессиональный стандарт, он разрабатывается работодателями, да,
Если мы говорим о квалификационных каких-то справочниках, которые описывают профессию, то в отличие от них профессиональный стандарт дает характеристику квалификации. То есть структура профессионального стандарта, она выстроена таким образом. Это обобщенная трудовая функция и необходимые компетенции, которые необходимы человеку для того, чтобы выполнять определенные действия для решения профессиональной задачи. Вот это и лежит в основе характеристики квалификации. Да? Мы знаем, что квалификации имеют уровни, да, начинаются с 3 по 9 уровень, и это очень такое понятие тоже широкое, которое сейчас вот в рамках отведенного нам времени мы просто не сможем все рассказать. Но здесь надо сказать, что Государственный комитет по занятости населения, да, ответственный уполномоченный орган у нас в республике по внедрению национальной системы квалификации, есть региональный методический центр, который проводит работу разъяснительную, в том числе и методическую, по внедрению профессиональных стандартов. И вот с 10 по 12 декабря у нас состоится в республике региональный форум. Второй раз. Это рынок труда и национальная система квалификации в республике Саха-Якутия. В рамках этого форума состоятся очень интересные дискуссионные площадки по различным вопросам. Преодоление диспропорций между потребностями рынка труда и теми результатами обучения, которые предоставляют образовательные организации. То есть будет обсуждаться очень широкий круг вопросов. Это с 10 по 12 декабря. И ожидается приезд директора по региональному развитию Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Александры Робертовны Гусаровой, которая будет, в частности, проводить семинар для работодателей по самым таким вот актуальным злободневным вопросам. Где будет проходить сам форум? Сам форум планируется, площадка это в парке «История». Да. Россия моя да, история. ну там несколько площадок. Одна площадка будет находиться в Северо-Восточном федеральном университете, и вся информация на сайте. Спасибо большое. Я надеюсь, что для того, чтобы поднять квалификацию, будем получать и в том числе в Северо-Восточном федеральном университете. Для тех, кто все-таки заинтересовался этой темой, приглашают 10-12 декабря на форум, второй уже, который пройдет, будет связан с квалификацией. И площадки будут в музейном парке «Россия. Моя история» и Северо-Восточном федеральном университете. Спасибо большое еще раз. А пока прервемся на короткую паузу. Доброе утро, мы продолжаем. Сегодня 2 декабря, день недели, понедельник. Всем хорошего настроения и приятного аппетита, если вдруг вы сейчас завтракаете. Вот хорошее такое приятное сообщение пришло из Среднеколымска. Нашу уважаемую Матрёну Васильевну поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого колымского здоровья, долгих лет. С любовью, Мария Евдокия Алексеевна Нюргун Третьяков из города Среднеколымск. Мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям и большой привет передаем Матрёне Васильевне. Но сейчас поговорим о погоде. Сегодня в центральных улусах днем минус 24, минус 29, Заречье минус 24, минус 37 градусов, на юге республики минус 24, минус 26, в Вилюйских минус 30, минус 31, в Нижнеленских минус 29, минус 34 градуса, на западе минус 29, минус 33, в Колымендигирских улусах минус 27, минус 36. В Янских днем ожидается минус 30, минус 35. На северо-западе республики днем минус 33, минус 44 градуса. Что касается столицы республики, то в 6 утра температура воздуха была минус 36 градусов. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Ветер северный будет дуть со скоростью 1,3 метра в секунду. А температура воздуха в течение дня составит минус 30, минус 32 градуса. Вот пришел только что вопрос от нашего телезрителя, сколько еще можно будет покупать хресхал. Хресхал можно покупать сегодня,
завтра, послезавтра в ТРК Туймада с 10 до, по-моему, 8 часов вечера работает этот торговля, даже, по-моему, до 9. Или на НВК Саха с 9 часов утра. Приходите, покупайте, и оберег будет ваш. А мы продолжаем. Когда на улице минус 50, с одной стороны твоего населенного пункта трасса Колыма, с другой стороны река Индигирка, а вокруг горы, то на ум приходит сразу Аймиконский улус и райцентр Уснера. Мне в прошлом году удалось побывать там, и действительно там очень хорошие, отзывчивые, добрые люди, очень творческие, которые творят, несмотря на то, что живут в суровых условиях. И действительно, это может быть атмосферно, такая природа создает такие условия. Там уже не первый раз проходит конкурс таланта под названием «Аймиконские звезды». И там появляются очень много различных талантливых людей от мала до велика, которые потом зажигаются в самых необычных местах. Более подробно в нашем следующем сюжете. Конкурсу «Аймиконские звезды» уже много лет, но от этого он не стал менее любимым зрителями. В этом году по условиям конкурса, посвященного Году театра, нет ограничения по возрасту. Участники исполняют 2 номера. Один в виде сценической постановки «Зримая песня», другой эстрадный. Ведущие были в прямом смысле на высоте. Зрители доброжелательно и активно поддерживали всех участников. Жюри старалось быть справедливым. Федор Шпнев, трио из поселка Берег-Юрде. Конечно, хотелось бы отвлечь отличные вокальные данные. Если это трио, то это было именно трио. 3 голоса, красиво, чисто, все. Вот это мне, конечно, больше всего понравилось. Зацепила песня наших девушек о нашем поселке Уснера. Много интересного увидел, да, и песня тронула душу. Городок именно в исполнении у них. Вот, эта песня тронула. «Струны души», такая была номинация. Вот как раз они этой песней тронули. Трио из небольшого села Берег-Юрде, что в 7 километрах от Аймикона, покорило не только зрителей, но и сердца членов жюри. Сами не ожидали, но получили гран-при. Ну, как говорится, чуть-чуть забытое вспомнилось и взяли, победили. Здорово. Радость большая. Ощущение, фураж такой, как говорится, адреналин зашкаливало. И соперники были, да, вот, сильные. Вот, ну, хорошо выиграли. Кружки делаем, да, вот детей учим. Вокально-инструментальный ансамбль есть у нас, детская, да, вот. Вот учишь и сам уже учишься. Вот так вот и все равно как рабочий инструмент всегда наготове, как говорится. Первый раз на конкурсе. Спасибо большое. Получила очень большое удовольствие, что столько талантливых самородков у нас в нашем районе. Очень хороший конкурс. Спасибо большое. Мне очень нравится наш ежегодный конкурс «Аймиконские звезды». Я каждый год обязательно хожу, и каждый год вот какие-то новые звезды, столько талантливых людей. Каждый год конкурс «Аймиконские звезды» зажигает новую звезду, потому что не счесть талантов на земле Аймиконской.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. В Якутии стартовал чемпионат WorldSkills Russia, наш непосредственно региональный этап. И об этом мы поговорим с нашими гостями. Находкина Мария, она руководитель Центра развития компетенций Якутского педагогического колледжа, сама сертифицированный эксперт компетенции преподаватель младших классов и гость нашей студии, и не только студии, республики, Ежова Елена, Республика Татарстан, город Набережные Челны, заведующая кафедрой вокально-хоровых и музыкальных теоретических дисциплин педагогического колледжа Набережных Челнов, призер финала отборочного чемпионата, сертифицированный эксперт по компетенции музыкального образования. Я все сказал или что-то забыл? Все. Хорошо, ну, наверное, первый вопрос, Елена, вам. Вообще, вот для чего нужен WorldSkills? WorldSkills — это мировая организация, для которой повышение уровня и стандартов профессиональной подготовки, профессиональных профессий, это стоит на первом месте. Конечно, это все в связи с мировыми методиками и практиками. Когда мы приезжаем на чемпионат, мы делимся друг другом. То есть мы видим методики, практики, соответственно, набираемся опыта. И вот на сегодня уже президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что как можно быстрее, в короткий срок создать больше ресурсных центров опережающего профессионального развития, что, в принципе, и делается на сегодня. Вообще, сколько компетенций насчитывает сейчас на данный момент WorldSkills? WorldSkills, ну, больше, в России я знаю, что больше 63 компетенций, и 58 принимают в мировом участии, и остальные это вот российское. В частности, вот, например, наше преподавание музыки в школе, мы, конечно, только на российском уровне, так как профессии учитель музыки в школе за границей нет. Как ни странно. А там кто музыку тогда преподает? Там музыкальное образование платное, оно не входит в общую программу в школе. Вот, оказывается, как хорошо в нас в стране. У нас музыку бесплатно преподают. Марина, наверное, вопрос теперь к вам. Вообще, с чего началась история тогда WorldSkills непосредственно у вас в педагогическом колледже? Сколько уже лет насчитывает и что дало старт? Якутский педагогический колледж имени Степана Филипповича Гоголева вот в движение WorldSkills влилась с 2015 года. И мы уже в 2016 году провели первый региональный чемпионат по педагогическим компетенциям. У нас было 2 компетенции – дошкольное воспитание и преподавание в младших классах. А на сегодняшний день у нас 3 компетенции. Вот преподавание музыки в школе у нас появилась новая компетенция, да? И я хочу сказать еще несколько слов в целом о региональном чемпионате. У нас в этом году участвует 128 компетенций. Это очень много. Если весной 2019 года было всего 112, то сейчас уже 128. Это говорит о развитии в целом движения WorldSkills и в нашей республике в частности. Вот сейчас, как мы на экранах видим, да, различные специальности, в том числе сварщики. Да, ну, здесь вроде бы по заданиям понятно. Там свари деталь, я не знаю, там кулинар, что-нибудь там приготовь. А вот какие конкурсные задания у педагогов? Проведи урок? Да, вот, например, у нас есть такое конкурсное задание – разработка и проведение фрагмента урока. 15-минутный фрагмент урока. Мы оцениваем, насколько студент хорошо разработал технологическую карту урока, без предоставления интернета это все делает, да, и потом уже демонстрирует в течение 15 минут. Как детки, вот младшие школьники работают с ним, как поставил учебную задачу, как он оценил, как проводит контроль. Все это в критериях отражается. И студент, участник, он получает баллы. Задание дается сразу, да? Прямо по ходу. Это не как домашнее задание. Нет, подготовь, это не заготовки, а это именно по принципу здесь и сейчас. Ну, есть такие задания, как разработка персонального сайта учителя, есть также разработка паспорта исследовательского проекта. Ну, много разных очень интересных заданий. Каждый год они обновляются. Ну, вот педагог проведет урок, а вот учитель музыки тогда что сделает? Споет, сыграет. Проведет урок, создаст видеоклип, напишет профессиональную фонограмму. Хочу сказать, что не любительскую, а именно профессионального уровня. Сделает инсценировку песни, создаст оркестр шумовых инструментов. То есть очень разнообразные 5 модулей. Один из них, который вообще очень большой, в нем творческий баттл, так называемый, в нем 7 модулей.
очень широкая получается вот компетенция вот такая. А вообще вот сейчас, на ваш взгляд, чем должен обладать, какими качествами, навыками учитель музыки Ну, в современный? первую очередь он должен быть очень динамичный, потому что дети на сегодня, вот все же знают, что в школах, как говорим, дети уже рождаются с планшетом в руках. То есть учитель музыки, как и любой, в принципе, учитель, он должен и владеть навыками цифровизации, и быть коммуникабельным, потому что каждому нужно найти подход, и уметь разговаривать с детьми, потому что на сегодня, например, в семьях стоит такой вопрос, что детей посадили возле телевизора, с ними мало разговаривают. И нужно привлечь ребенка. То есть это и пение, и танцы, и все это здесь. И боди-перкуссия, то есть это современные ритмы. То есть все это входит в компетенцию учителя музыки в школе. Спасибо большое, что подошли к нам в студию. Напомню, что у нас в гостях была Елена Чижова, она сертифицированный эксперт по компетенции музыкальное образование, приехала к нам из Республики Татарстан, и Мария Находкина, руководитель Центра развития компетенции педагогического колледжа, она эксперт по компетенции преподавателей младших классов. Удачи в проведении мероприятий. Хочется пожелать всем отличного рабочего понедельника, настроения. Оставайтесь с нами. Сейчас прервемся на короткую паузу.